уважать своих героев. Эта страна непобедима. Никто не забыт, ничто не забыто. Помним о тех, кто ушел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Город Иркутск и город Талган – это города трудовой славы. Когда я ставлю свечу, я, конечно же, вспоминаю своего родного дедушку, который участвовал, да, против милитаристской Японии, свою бабушку, которую очень люблю, и своих бабушку и дедушку, которые очень много работали в тылу, да, во время войны, это в Верхоянском Улусе. Там очень тяжелая работа тоже проходила. Они также таким образом участвовали вот, да, в победе. Это для всех людей очень самый радостный день. Сейчас день, праздник Победы. Самый радостный, самый хороший праздник для нашей страны. Все это тогда обрадовались, обнимались, друг друга обнимали, салютовали. Это очень великое событие. Мое поколение именно давилось вот эту победу. Очень много жертв мы понесли, но все-таки победа досталась за нами. Для будущей нашей Родины, для счастья всех молодых поколений всего времени. Я горжусь именно своим героическим поколением,
которая все сделала для того, чтобы добиться вот эту победу. Я, как именно представитель этого поколения, горжусь этим. Ну, это не только для меня, наверное, для всей России это уже, как можно сказать, великий день для памяти наших дедов, бабушек, как они воевали. И в честь этого проводится сейчас памяти, чтобы помнить все это, как они это все проходили. Было страшно, а потом все привыкли, приучили, и все, и пошло, и поехало. Рота автоматчиков, разведчиков нас сразу набрали, 35 человек. Первый бой пошли, город Ковель такой есть, Западная Украина. У первый бой пошли, там потеряли 2 человек. Это первый бой наш был. Это, конечно, 45-й год это запомнился, потому что мы живые остались, а война кончилась, думали, жить будем прекрасно, все. Чья память, действительно, она несет памяти всех погибших, всех войн на нашем земном большом земном шаре. И это касается не только Великой Отечественной войны, но и СВО. И, можно сказать, эта акция, она поддерживает и греет души тех, чьи сыновья и мужья ушли на фронт, и тех, кто находится на фронте. День Победы – это праздник, объединяющий поколения. Он будет вечным. Он будет вечным. Не будет войны, если мы будем и дальше укреплять обороноспособность нашей страны, укреплять, развивать экономику. И каждый человек на своем посту, поэтому должен работать лучше, чем вчера. Сегодня лучше, чем вчера. Надо осознать серьезность нашего времени. Просто сейчас так себе ходить нельзя. И поэтому каждый человек должен стать полезным для своей страны, для развития своей страны. Вот тогда только мы будем способны, если объединим все силы, все будем думать так, вот тогда мы, конечно, победим. Когда я ставлю свечку, я даю дань своей бабушке, дедушке и прабабушке, и прадедушке тоже. И горжусь этим. Мы жили в землянках, спали. И вдруг, по-моему, 3 или 4 утра, тревога. Мы быстренько все спохватились, быстренько успели нам минуту сказать 2 волосные одевания, набросили на себя, выскочили на поверхность, построение, и командиры нам объявляют. Кончилась Великая Отечественная война. Мы все кричали «Ура!». Мы просто были, как говорится, очень, хотя мы ждали этого, но все равно очень были взволнованы и обрадованы, что наконец-то горе отступает от нашей республики. И нас отпустили на 5 минут в спальне нашей, в землянке, одеться и явиться было дано в столовую. Когда мы пришли в столовую, там уже сидел музыкант-баянист, играл вальс. Мы, значит, друг друга поздравляли, танцевали. Повара готовили вкусный завтрак нам. И знаете, ну не было, как говорится,
другого, как только петь, танцевать и радоваться. Сегодня мы вместе с вами, с миллионами граждан нашей страны, принимаем участие в крайне важных мероприятиях в преддверии главного праздника нашей страны. Сегодня мы держим в руках свечи, которые символизируют память. Память о миллионах бойцах, которые положили свою жизнь на алтарь победы. Память о миллионах загубленных судеб концлагерей. Память тружеников тыла. Наша Якутия заплатила большую дорогую цену. 62 тысячи бойцов уехало участвовать в Великой Отечественной войны, почти половина не вернулась. Трудовые подвиги в тылу, люди впроголодь работали, отдавали последнее. И это наше главное богатство, это наш генетический код. Пока мы помним, нас невозможно победить. Никто не забыт, ничто не забыто.